Я не знаю, как будто бы Творец нас пригласил в какое-то место, устроил для нас это место, дал нам даже попробовать, а теперь дал нам пинка. Что значит дал пинка? Как же учит ребенка, когда ставит его, и он не умеет ходить, и он стоит на двух ногах, ставит его посреди комнаты и оставляют. И что же он думает? Как он может... Что он может подумать об отце и о матери, которые... Что они сделали мне? Что? Он падает. Падает на попку. И вначале он плачет, не знает, что делать. В этом состоянии он никогда не был. То есть он был, но когда, скажем, он держался за две ноги, или за две руки, или за свой манежек, а сейчас его ставят посреди гостиной, чтобы он сделал какие-то шаги. Ну скажи, что это разве милосердно? Это хорошее состояние? Пинки? Что делают ему? Мой вопрос следующий. Это ощущение, как вы сказали, когда я Если бы у наслаждаюсь. тебя не было ощущения того, что ты что-то теряешь, вчера, допустим, я не говорил об этом, а сегодня я уже вижу, и согласно нашим товарищам, и согласно той атмосфере, которую чувствую, уже можно говорить, это уже третий день после собрания. Это не называется пинком, это называется раскрытие местом, раскрытие места для Творца. Ребенок чувствует это как пинок. Есть тогда две опции. Или же он смеется и воспринимает это как игру, или же начинает плакать. Нет такого. Что ты говоришь, что так это происходит? Где ты видел ребенка, который не плачет? Не обязательно ребенок плачет, но он Что, продолжает. он с радостью получает это состояние? Нет. Ну, нет. Ну, допустим, это не называется плачем. Пусть он не плачет. Но он находится в напряжении, испытывает страх. Вопрос мой такой. Просто есть ощущение сейчас, что есть что-то очень сильное. Как мы не падаем в состояние, когда я чувствую себя бедненьким, и что мы сейчас делаем в этом? Это именно то, что отделяет тебя и от животного. Ребенок — это маленькое животное, а тебя хотят обучить как человека, поэтому тебе послали учителя, чтобы объяснил, что делать. Но не то, что ты один, неспособный, но в общем, собираясь вместе, мы можем начинать так раскрывать следующее состояние. Давайте скажем, что Конгресс был серьезным подготовкой к чему. И если мы поймем, что Конгресс был хорошей подготовкой, Все наши подготовки лишь для того, чтобы раскрыть Творца во всей мере, в полной мере. Это и есть цель нашей работы, в общем. так что же мы должны раскрыть сейчас, после Конгресса? Впервые ты сейчас получаешь потребность в раскрытии Творца, хисарон. Может быть, пока нет у тебя этого хисарона, но тебе дают это сначала эгоистически. Ты хочешь вернуться к этому состоянию, которое ты испытал на Конгрессе, а потому что ты теряешь его, потому что ты перестал, ты там тяжело работал, ты исчезла, а потому что у тебя еще сейчас появятся какие-то проблемы, там переживания, и ты будешь вспоминать то состояние, когда ты был на Конгрессе эти дни, как тебе было хорошо относительно тех проблем, которые есть у тебя сейчас, и так далее, и так далее. Это называется путем страданий. Но для того, чтобы это как-то обойти, я говорю тебе, что у тебя есть возможность, как врач. Не стоит тебе оставаться так, возьми лекарства и излечись. Не жди, пока Но я болезнь не хочу разовьется. вернуться к этому ощущению, я хочу быть участвующим в этом. Как я могу быть участником, а не возвращаться к этому ощущению? Я тебе объясняю снова. Ты уже спросил, и я тебе ответил. Ты возвращаешься к тому же ощущению, как к средству раскрыть Творца в нем, а не как цель, в которой ты находился прежде. Это большая разница. Это разница между ступенями. Что является средством, а что является целью.